Глядя на эти кадры, с трудом верится в то, что такое мастерство под силу человеческим рукам. Работы юных дарований, выставленные в фойе Дома печати, вызвали большой интерес у любителей изысканного и естественного. Полезно, совсем цели, что цели, бейш инвалидчине элч. Дала и кормтал ешь моилцан, дал бог шалалахтеилцан. Ризван Керимов, инвалид второй группы, прикладным искусством начал заниматься несколько лет назад. По его словам, это ремесло не только отвлекает его от невзгод болезни, но и приносит радость и пользу. Первый альбом я рисовал альбом я дешки тевер서 дешки я альбом я инак дешки я дешки я рисовать я шел тарелочки я разделочный доска я рисовал После мероприятия, посвященное юным дарованиям, продолжилось в актовом зале. Однако и здесь, в перерывах между концертными номерами, продолжали говорить о великолепии работ мастеров деревянного зодчества. Как отметила Аза Газиева, работая над такими деревянными изваяниями, как панно, нарезанное в стиле национального орнамента, или уникальная люлька, украшенная тысячами узоров, ребята приобщаются к народным традициям. Можно сказать, цель организаторов мероприятия выполнена. Данная встреча была призвана раскрыть все стороны яркого дарования нашей молодежи. Для нас очень важно, чтобы эти дети могли проявить себя, показать свой талант, свое дарование всем остальным. Ведь они, по нашему мнению, вносят свой вклад в нашу культуру и обогащают ее. Концертная программа, специально подготовленная для ребят, весьма обширна. Это и песни, и мультипликационные персонажи, развлекавшие гостей выставки, ну и церемония вручения почетных грамот за вклад в развитие искусства. В свою очередь, руководитель кружка юных мастеров декоративно-прикладного искусства Нурлан Усманов, выразив признательность за оказанное внимание, преподнес организаторам подарок, сделанный своими руками. Мастерской царь сона хоппигл почуна совух дала изенде возле звалиш Зарема Шамилова, Алихан Курбанов, Жамиль Ахмадов. Новости.